Год новый, а проблемы старые. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о чем так усердно молчит Эмомали Рахмон, но правду не скрыть. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Общая задолженность по выдаче заработной платы в Таджикистане с учетом прошлых лет на начало декабря 2022 года составила более 28 миллионов самани. Это около 3 миллионов долларов, сообщает статистическое ведомство страны. На конец ноября 2022 года, по сравнению с данными на конец октября 2022 года, задолженность увеличилась на 442 тысячи самани, или на 1,5%, отмечают в ведомстве. Долги за сумму более 3,5 миллионов самани в общем объеме задолженности образовалась в течение минувшего года. Самая высокая задолженность по зарплате сложилась в секторе добычи полезных ископаемых – около 15 миллионов самани, и в секторе транспорта и хранения грузов – более 6,5 самани. Экс-министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Аманзада в конце ноября минувшего года заявила о необходимости принятия незамедлительных мер для ликвидации задолженности по заработной плате. Она отметила, что вопрос своевременной оплаты труда работников находится под контролем президента республики. В связи с этим нам необходимо принимать незамедлительные меры в этом направлении, сказала Аманзада. Между тем, среднемесячная номинальная зарплата в республике, согласно статистическим данным, в ноябре прошлого года составила 1896 самани, или $185. Сравнительно больше в Таджикистане получают сотрудники банков и страховых компаний, где средняя зарплата составляет 5331 самани. Наиболее низкая зарплата у работников аграрной отрасли – 798 самани, или $78. Среднемесячная зарплата в Таджикистане остается на самом низком уровне среди стран Центральной Азии плюс России. Как вы относитесь к такой ситуации, о том, что президент Таджикистана в своих отчетах или на заседании об этом ни разу не упоминал? Как вы думаете, почему? Так, согласно официальным данным, на начало второго полугодия минувшего года средняя заработная плата в Казахстане составляла $650, в Туркменистане $383, в Узбекистане $335, в Кыргызстане $280, а в России $828. В Таджикистане меньше всего. Отметим, что с 1 июля 2022 года в Таджикистане повысилась заработная плата работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения и других бюджетных организаций в размере от 20% до 25%. Минимальный размер заработной платы для всех экономических и социальных сфер Таджикистана на сегодня составляет 600 самани, $57. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Люди не могут дождаться своей зарплаты, а с ростом цен вообще сложно представить, как жить в таких условиях. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.